Утро началось с печального известия. Умер мой друг Ренат Ибрагимов. Мы с ним хорошо знакомы с 65-66 года. Потом он поступил в консерваторию. А отец у меня был оперным певцом, басом в театре. И, соответственно, Ренат все время контактировал с ним. Ну и, соответственно, и наши пути пересекались. Хоть он пошел в искусство, ну а я заводской человек, я на завод пошел работать. Сегодня, чтобы узнать, во сколько будет это мероприятие, прощаться с ним, даже слеза вышла. Вроде бы я уже давно отучился плакать, но когда узнавал, слеза ударила. Включил его молодые записи. Это был голос, которого, я просто его тембры люблю. И всегда, когда с ним здоровался, я говорю, он мое любимое настояние Татарстана. Действительно, это большая потеря для искусства Татарстана. Но, к сожалению, жизнь, она такова, что все умирают. Я артистка Москонцерта, большой концертной организации московской. Я хочу прежде всего выразить соболезнования от всей нашей организации, от всех артистов, которые сегодня по каким-то причинам не смогли поклониться и проститься с великолепным артистом, замечательным нашим другом Ренатом Ибрагимовым. Мы с ним часто пересекались на концертах. В Кремле, в Кремлевском дворце съездов был замечательный концерт в памяти Островского. Много фотографий, конечно, сохранилось. Это все теперь только в памяти. Какой он великолепным был человек. Он для нас остался в сердце нашем и никогда не уйдет из этого сердца. Ренат откликался на все просьбы, где он только не выступал. Мы с ним выступали в онкологических центрах, мы поддерживали врачей, самых разных людей, и он всегда откликался. Это был человек огромного сердца. Очень больно, очень его не хватает. Просто, вы знаете, такое волнение, когда вчера узнала об этом, такое волнение, что даже слов нет, все стоит перед глазами. Театр эстрады, 75 лет Москонцерту, за кулисами, веселый Ренат Ибрагимов, со всеми фотографируется, радуется. И мы наслаждаемся его голосом необыкновенным, потому что он действительно был артист с большой буквы, настоящий певец, не деланный, не придуманный, не какой-то он звезда настоящая. Очень жаль, что так он рано ушел из жизни. Очень жаль. У него прекрасная жена, 4 детей, маленькая 5-летняя. Он красавица. Он хотел жить. И для нас это шок. Сегодняшний день шок. Такая Какие жизнь. вы последние слова сказали бы, если бы предоставилась возможность? Понимаете, я бы его поругал, что он должен был, если у него что-то болит, он все время улыбался. 9 мая с ним выступал. Все время улыбался. И он все-таки должен был предупредить. Вот друзья стоят, самые близкие друзья стоят его. Ближе уже нет. Он им даже не звонил, никогда не жаловался ни на что. Он улыбался. Он никогда не сказал. Своих проблемок почти не говорил. Правильно? О проблемах не говорил. Все. А как артист это выдающаяся личность. И он незаменим. Он единственный в своем роде. Такого тембра нет. Да, и второго такого нет. Я думаю, он останется надолго. Мне кажется, что в тот момент, где хорошие баритоны были, и Кобзон, и Лещенко, и все, он все-таки слишком скромный. Хотя по уровню, по тембру, по призванию Божьему он на высоте. Он выше, чем даже эта мечеть. Большая утрата для всех татар, для всей России. И я помню себя маленькой, как, например, мы пели в одном концерте. И
вот эти сохранившиеся фотографии, они останутся на всю жизнь и будут греть душу, его песни будут греть душу. Он был очень светлым, очень позитивным человеком, излучающим добро вокруг. От него заряжались многие. И очень радостно, что для каждого из нас останется его частичка в виде его песен, в виде его интервью. Важно, я считаю, чтобы человек оставлял за собой след. Он оставил свой след, и он всегда будет с нами. Когда уходят такие люди, я просто ощущаю это как так, что ушел еще один человек, который меня любил. Меня, вот вас, вот этих людей, которые здесь находятся, потому что он любил весь наш народ, он любил свой народ татарский. И, значит, меня лично тоже, как представитель этого народа, он любил. И очень больно, когда уходят люди, которые тебя любили. Понимаете, вот на какую-то долю одиночества прибавилось, когда уходят такие люди, прибавляется. Ринат Исламович был всегда очень открытым человеком. Я знаю его очень давно уже, я и работала в его театре. Но он был большим другом не только моим, он был большим другом нашей школы. Приходил на наши мероприятия, участвовал. Он сидел в качестве члена жюри на конкурсе «Энджибертеклярия», во всех мероприятиях, которые мы инициировали, он с большим удовольствием общался. У меня была группа молодежная «Айкай», и он всегда тоже очень любил эту мою молодежную группу. Ребятки, мы вместе выступали. Он приходил на мои юбилейные концерты, я участвовала в его юбилейных концертах. И я всегда ощущала в нем друга, большого друга. И вот как вот жить теперь с тем, что нет части моей жизни. Очень обидно. Но на все воля Всевышнего. Все мы встретимся там уже в другой жизни. У нас была одна вера, у нас один менталитет, уважение к старшим, уважение к детям. Я пропадал в него все время на студии. У нас был практически один военный репертуар, практически один репертуар песен ретро-шлягеров. Мы пели в одном ключе, мы пели бас-баритон. Если мне что-то нужно было, какая-то минусовка, его совет, я всегда приезжал к нему. Буквально перед 70-летием мы записали потрясающий дуэт. Я прибежал к нему на студию. Всегда у него было все халяльно. У него была молитвенная комната. Первый человек, который меня заставил делать намаз. Человек, который безумно верил в Аллаха. Человек, который настолько был честен, настолько был добр. Мы не могли с ним наговориться. Мы всегда очень много, во-первых, вместе работали. А администраторы знали, что мы с ним в таких тесных отношениях. И мы всегда практически переодевались в одних гримерках. В таких братственных отношениях, брат не как брат, у меня уже, конечно, в нашей эстраде больше не будет. Я потерял очень большое. Очень большое. Поэтому скажу по-астински. Рох сагу Ренат, Джинити Бата. Это 2 слова.